Hello! Привет, привет. Ура! Да, ура, стрим. Привет, привет всем. У меня, короче, тут мазь, поэтому у меня здесь блестит, не обращайте внимания. Аллергия. Чё, как дела? Рассказывайте, что нового. Ой, 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 ой. Так. Да, думаю, пройдет, наверное. В какую игру играешь? Что-то сообщения опять с Ютуба не появляются. Ладно, наверное, опять с отставанием. Надеюсь, будут потом. Пока вес стоит, но он не стал больше, наверное, из-за резкого похудения, стрессовой недели. Наверное, скорее всего. Слишком сильно тоже не переживай, все хорошо будет. Метро Last Light и на телефоне. Ничего себе, одновременно играешь и еще и в чат пишешь. Вот это да. Всем бы так. Зевота, зевота. Опять зевота. На телефоне сегодня на компе буду. Это как? И на телефоне, и на компе? Я слишком сильно загоняюсь, наверное. Вот вспомнила, что есть геймпад. Уже под слоем пыли скачала гонки, играю. О, у меня, кстати, этот геймпад тоже лежит. Я уже им давно не пользовалась. Последний раз, наверное, когда в Devil May Cry мы играли. Вот, тогда. И вот с тех пор он все и так и лежит. Запятые не ставятся почему-то. Странно. Почему-то. Очень странно, почему. Так, ну ладно, наверное, пойдем играть, да? Сейчас на телефоне играю, потом на компе. У меня на телефоне вообще игр никаких нет. Ура, запятые. Так, ну ладно, поехали. Смотрите, какая у меня заставочка.
Пуруру, пуруру, пуруруруру. У меня есть игра Peace Death. Знаете, наверное, такую игру на телефоне. И все. Ну и там всякие эти шашки, судоку, что-то такое, короче. Теннис. Сапер недавно, кстати, скачала. Как вы вот играли раньше на компьютере. Ничего себе, как резко прям сообщения появились. Что-то так тормозить, что ли, стрим? Или нормально все? Что это там? Игра лагает? Ой, что такое? Что опять? Подтормаживает. Ну, я тоже вот вижу, что-то подтормаживает как-то. Чё за бред опять? Так, сейчас, минутку. Так, ну вроде все нормально. Что так сделать, что ли? Ну-ка. Не знаю, от чего это зависит. Ну, у меня-то нормально все. Это у вас опять фигня какая-то. Все равно что-то тормозит, да? А, мне кажется, это знаете из-за чего? Я, кажется, знаю, из-за чего это. Я, кажется, знаю. Сейчас. Поменяем. Возвращаем, короче, Леона. Патроны и другие боеприпасы. Покупка, обмен, продажа. Во. Нет? Ну, более-менее стало, да? Геншин, да. Но я сейчас его не играю почти. Ну, вроде более-менее, да, стало. Гейшин. Моя Мурка, Мурка дорогая. Дорогая. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты Ты меня любила. а На-на-на-на-на-на. забыла. И за это пулю На-на-на-на-на-на-на. Ну чё, нормально все? метательные ножи. Тихо. Более-менее. Ну вот это вот, походу, из-за заставки, наверное, лагало так. Короче, ладно, поехали. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Чё там? А, библиотека. Ну да. Ой, прости. Господи, чуть не сдох. Маску бы поменять. Опять какая-то вся разбитая. Что-то подлагивает, да?
Блин, как меня это бесит. Сейчас. Что ж такое-то? Ой, господи, так. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Ну, в прошлый раз же нормально было все. Что за херня? Ну ладно, все кажется. Вроде более-менее стало. Вы же тут не на игру посмотрите, а на меня. Ладно, шучу. Что такое? Ой. Так, надо оружие поменять. Все, тут жопа, да, будет? Ты чё, дурак, что ли? Зачем он это сделал? Рейнджеры, рейнджеры называют свою базу Спартой, а себя то ли в шутку, то ли всерьез спартанцами. Они действительно похожи на настоящих спартанцев, готовы погибнуть, но не сдаться. А еще они также малочисленны. Каждый из них закаленный боец, который стоит десятка обычных солдат. Но все же их слишком мало для того, чтобы вести настоящую войну или противостоять легионам черных. Поэтому то, что предлагает Мельник, единственный выход – найти уцелевшую ракетную часть, привести ракеты в боеготовность и выжечь гнездо черных дотла. Если нам удастся это сделать, наши потери будут минимальны, а моя родная станция и все метро будут спасены. Кажется, идеальный план, но что-то беспокоит меня. В нем есть какой-то изъян, что-то неправильное. Не могу отделаться от ощущения, что мы совершим какую-то ошибку. Блять. А тут нельзя по стелсу прыгать. Ёлки-бабайки. Вы одна из красивых стримерш? О, спасибо большое. Очень, очень милый комплимент. Я боюсь подходить близко. Я не хочу. Мне вот самое что вот не страх, а то, что я патроны на них не хочу тратить. Понимаете? Я до того такая жадная. Да ты что делаешь? Дурак, что ли? Артём. Даже самых красивых? Ничего себе. Ну это... Ну это прям это... Слишком, мне кажется. Я бы, конечно, не сказала. Я не самовлюбленная.
Ну, спасибо. Вау, nice ass. Блин. Я думала, сзади убить можно. Прям в жопу. Тихо, тихо, тихо. Блять, ну вы чё? Почувствовали, что ли? Мне иногда крипово, когда рычат твари, например, стражи. Мне не то чтобы крипово, мне просто это начинает раздражать как-то. Что такое-то? Кто? Встретиться с мельником возле здания библиотеки. Найти военный комплекс Д6. Так, это нам надо... Ну да, мы правильно идем, в принципе. Так, вижу бомбу. Ничего нет туда. Так, опять стрелы. Калаш. Нет, плохой калаш. Ой, блядь. Только не поймай меня сквозь стену, пожалуйста. Какие иголки, а? Ой, блядь! Крипово и бесит одновременно, но... Ой! Ой, блядь! Сука! Так и знала, что поймает, а? Урод. А, он не убил меня? Он покоцал, да? Испугались? Обосрался. Ну, блядь! Пошел в жопу! Демон вонючий. А, не открывается. Что такое? Что за музыка пошла? Что такое? Так. Тихо! А, блин. Тихо, 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 тихо. Вау! Дайте я поменяю фильтр. Ёкарный ты театр. Да, блин, задолбал. О, давай, давай, перенеси меня на другую сторону. Там, молодец. Выходи, давай. Блин, я думала, на другую сторону перенесет меня.
Тырын, 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 тырын. Стрим подлагивает. Блять. Да что ж такое-то делать, я не знаю. Я все выключила. Сейчас ото всех этих выйду. Так, подтянем тогда. Так, вот там. Сколько у меня там? Минута. Да, блядь! Куда мне идти? Как точнее? Я не понимаю, как туда попасть. А, вот туда надо. Может, по низу пойти? Или что? Или как? О. Нашла патроны. Кто стреляет? Артём? Чего? Да. Я. Что? Ты кто? Вы кто? Я Артём, да. Ой, бля. Круг? Какой круг? Что происходит? Ты кто? Держать круг! Кто они такие? Они откуда вообще взялись? Ой, блядь, не попадаю ни хрена.
Где? Я почти ничего не делаю. Просто стою, смотрю. Наконец-то. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно. Хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Чего? Чего вообще? Ой. Ты как так сквозь дверь проходишь? Стоит еще, смотрит на меня. За мной, ребята. Так, за тобой или за мной? Данила, стой на сцене. Мы с Артемом пойдем проверим зал. Так, вроде все тихо. Демоны! Артем, Данила, скорее сюда. Забаррикадируем дверь. Да я уже тут. Быстрее! Молодцы! Артем! Наверху заперта. Открой ее как-нибудь. Ой, Долго нам не продержаться. хорошо, сейчас. Там кто-то пролетел мимо. И что делать? Она закрыта. Какие-то шупальца. Ну ты что делаешь, блин, Артём? Что он так все время делает? А я... Что-то было. Чё? Что делать? Кого? Куда? Что? Где? Книга летает. Что? В 3 пикселях. Почему? И что тут делать надо? Я не понимаю. И чё? Блять, это что такое? Я не понимаю, что делать. Как ее открыть-то? А как дверь эту открыть? Как открыть дверь? А, блядь. Откройте дверь мне, блядь! Ну быстрее! Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Еще издевается. Они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артем. Ой, не могу.
Ну, в принципе, если тут у меня будет компания, я думала, я буду одна все делать. Чё? Демон? Не хочу на него нормальные патроны тратить. Сейчас договоришься, заберет тебя. Так, а тут что? Проверю быстренько. О, это тот самый, да? Про кого вы все говорили? Проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Нейроны и синапсы. Спинномозговая. Ух ты! А и Б Стругацкий. Пикник на обочине. Что-то знакомое вроде. Что надо делать? Красивый противогаз. Чё? Какой противогаз? А что надо делать? Он сказал, с той стороны надо открыть, а как туда забраться-то? Я чуть не поняла. Так. Ну, походу, надо отсюда, да? Вот оно что. Вау! Это что? У меня все это время было это... Маска ночного видения у меня была все это время. Кого? Отлично. Данила, пошли. Не, вот есть, короче, игра Вор. Про там, где вот Гарольд. И там есть миссия, короче, место, этот, психиатрическая больница. И вот она была самая жуткая. Хотя игра, она не является как хоррор. Там просто ты бегаешь, воруешь, короче, там в городе, где ты живешь, и все. И там надо было вот в эту больницу сходить, потому что там лежала его подруга, но она умерла потом, но он хотел узнать, из-за чего она умерла, что вообще случилось, типа, и вот он пошел вот в эту больницу. Но она уже была заброшена, короче, эта больница. И вот я помню, я когда первый раз играла, я так обосралась, просто капец. Я там тоже вообще, по идее, можно ходить, просто собирать эти золото собирать, ну, также воровать, короче. Я вообще на это все наплевала, и я просто бегала, короче, по этой больнице и делала все быстро, чтобы лишь бы закончить вот эту всю хрень, чтобы поскорее покончить с этой больницей и оттуда поскорее выбраться. Вы бы хотели быть в таком мире? Ну, не знаю, это какое-то этот же выживание, типа там, откуда очень много монстров. Не знаю.
Да это закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Артем, слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Это что, 173-й SCP? Данила, сзади! Данила! Ух ты, гнида. О, нет. О, Он все еще жив. Артем, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот, схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на 1-м этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. убежала Мало такая, времени потом остается. обратно прибежала. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Ой, да что же вы такие, блин, это-то... Что ж вы себя не бережете-то? Так, это плохой калаш. Ну, короче, в принципе, с ним воевать не надо, да? Ой. Я думала, что меня стукает. А? С Богом. Удачи. Спасибо. Все, Артем, успокойся. Так, ну-с. Поехали. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло Зачем взглянуть они ему показали? прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Я не хотела его видеть. Придется мне на него пялиться, на такого красавчика. Nice ass. А, это он меняет эти, что ли? Противогазы меняет сам как-то. Да тихо ты. Так, он пошел туда. А что мне надо было? Сейчас посмотрю.
Найти спуск в засекреченные архивы, отыскать документы, касающиеся D6. Угу. Хорошо. А где он? Наверху, что ли? Я не могу залезть. А, вон. Да ты чё? Да ты чё? В смысле, блядь? Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. Да, да. Прямо в рожу. А, тут не было ничего. А почему он на меня напал, я не поняла. Он тут не один. Оказывается. Это типа обезьяны раньше? Макаки когда-то были. Шимпанзе. А, так надо? Ну, хорошо.
Так и знал. Что за хрень? Спрятался. Злой макак. Да ты чё? Ой, блядь. Да вы чё?
О, бедный макак. Блять, стоит. М. 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 Я сейчас задохнусь. Ой. Блять, сука. Привет. А что делать-то надо, блин? Сказали же не стоять. А что туда, куда бежать-то? Ау, ау. Зато не задохнулась. Отходить спиной. Да все уже. Поздно прочитала. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как Может, не надо выглядело было, то, что я наверное, пытался стрелять в найти. него. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Ангел-хранитель. Блять. Ну, нашумело, конечно, знатно. Ой. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать. Кто они, библиотекари? Мы придумали для этих тварей забавное прозвище, потому что неназванные они были слишком кошмарны. Одно точно, это не звери. Понятия не имею, из какой глины их слепила радиация. Но библиотекари чересчур умны для обычных мутировавших животных. Я вижу в их глазах проблески разума. А что видят в наших глазах они, мы не знаем. Но если не бежать, не драться, а просто смотреть этим чудовищем в глаза, между тобой и ними происходит что-то, и они оставляют тебе жизнь, хотя и могут раздавить опытного и хорошо вооруженного бойца, как клопа. Может быть, потому что, глядя в глаза людям, они вспоминают через силу, как и сами когда-то были людьми.
Не знаю, я в одного стреляла, мне насрать. Да блин. А, фу, не сдох. Не думала, сдохнет. Хорошо, хоть так. Убью. Еще по груди себя стукает. О, блядь. Нихера себе. Вот это прыжок. Так, сюда мы не пройдем, да? Сюда тоже не пройдем. А, тут потолок, поэтому я не могу прыгнуть. Ой, здравствуйте, спасибо. Ну чё, куда идти-то тогда? М. Может, туда, где этот мужик лежит? А, во. Да блин. А тут что? О. А. Ой, блядь, ты чё? Идиот, что ли? А тут что? А, сюда не пробраться. Час уже прошел. Ой! Что я так прям прыгнула?
Я хочу поскорее, чтобы это закончилось. Поэтому я бегаю. Пить, что ли? Я как будто в Outlast играю. Я думала, он тут лежит. Никого нет, оказывается. И чё тут? Ничего ж нету тут. А? А. Дверь, оказывается. Ух. О, ну, неужели ты за собой закрываешь? Что там надо было 6D? А, он сам нашел, да? Можешь не шуметь? Водичка. Ну, что он делает, блин? Дурак, что ли? Сейчас наберу. Кат-сцена пройдет. Что, не найти не может? А, вот. D6. 6D. Он не мог по порядку посмотреть? Нет, надо все, блин, осматривать все подряд. Сейчас скример будет, да? Ничего себе, какая долгая катсцена. Охренеть. Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Ну, не знаю. Сейчас затащит его, наверное. Не сможет он выбраться. Выбрался? А, ничего себе. Куда едем? На туалет. Отброшу за 50 патронов. Артем, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Ой, блядь. Что такое? Сделаешь сальто? Чего? Лейзи, спасибо за 60 рублей. Я не умею делать сальто. Извините. Я пойду водичку принесу.
Вот и все. Попили водичку. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно. Прокатимся с музыкой. Блин, Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база... Слишком громко эта машина, я не слышу. А я музыку. посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше был. И после войны, ну, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы... Чего? А почему лагает стрим на Ютубе? Не знаю. Лейзи, спасибо за 60 рублей. Я не знаю, почему на Ютубе лагает стрим. Это повод переходить на Twitch. Потому что на Твиче вроде как все более-менее. Но у меня вроде как не лагает на Твиче. Насчет Ютуба я не знаю. Простите. Бывает, подлагивает. Да что ж ты такое? Сейчас туда это посмотрю. Что ж такое-то? Я не знаю. Вы посмотрите на нее, байтит. Кто? Я? Все равно подлагивает, да? Тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, Блин, слушал эфир. что-то вообще печально. Что ж такое-то? Ща. Ай. Ненавижу Twitch, потому что там слишком строгие правила. Ну ладно. Так. Может быть, сделаем вот так. Блин, я уже не знаю вообще, что делать. Я не знаю, почему так лагает. У меня-то все нормально. И пришлось всякого наслушаться. Ты на Твиче? Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары по ним. Ну, никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети, в эфире плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась, но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла Вроде не имеет. нормально стало, да? Махали на всё Более-менее. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли
в основном плавании по полгода находиться. Ну вот Мне я- даже горючего хватает. Ой, ну и Битрейт деньги были. этот. Как вспомню, дрожь. Битрейт поправляю. Битрейт! Чё, мужики? Дела ждут. Ну давай, пока. Удачи. Деловой колбаса. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Угодно? Тут только Бесплатно? новейшая техника. В метро такого не найдешь. Если честно, не очень нормально. Знал бы На ты, Твиче вроде как за более-менее. это приходится платить. Кровью. Так, сейчас зайду на YouTube. Посмотрим. Да у меня до этого всегда нормально было. Я не знаю, что сейчас стало. Блин, я не знаю, почему на Ютубе лагает. Вот на Твиче все нормально. Не знаю. Может, это у вас интернет вообще? Может, это не я что-то тут пыжусь, стараюсь. Может, это вообще у вас интернет лагает. Хотя на Ютубе, да, есть что-то такое. Ну вот на Твиче нормально все. Я не знаю, что с Ютубом. На Твиче все нормально. Это уже не мои проблемы, значит, это проблемы Ютуба. Почему церковь? Только из-за прочной старой каменной кладки или бойцы Мельника думают, что эти стены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое? Странно, что даже тем, кто твердо стоит на этой земле, кто каждый день смотрит смерти в глаза и должен был уже успеть привыкнуть к ней, нужно цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом вслух, но у многих я видел на телегристике, от кого-то я слышал, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку, и преисподняя оказалась на поверхности земли, а людям пришлось притворяться в бывшем аду, поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем старые церкви. Не знаю, но эти иконы и фрески, которыми расписана эта церковь, даже мне внушает какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность, как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который не мы сотворили, еще можно искупить свои грехи, еще можно получить прощение. Привет, Артем! Упражняюсь тут, как видишь.
просто до этого всегда нормально было. Ну, ничего не лагало, все как обычно. Я не знаю, что можно еще исправить. Это только если купить новый компьютер, что ли, или там настроить супер-пупер там этот интернет или что. Я не знаю. Ну, здравствуй, Артем. Вот мы До и этого все было встретились. нормально. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет. Вообще, изначально YouTube это же не площадка стриминговая. Оно же не для этого делалось. Это же просто видео там смотреть. Вот почему на Твиче ничего не лагает, потому что Twitch создан для этого. А YouTube нет. Поэтому на YouTube всегда проблемы такие. Ты красивая. О, спасибо большое. Спасибо, Лейзи, за 60 рублей. Что-то сегодня все прям комплиментами меня забросали, хотя я сегодня вообще не накрашена, у меня еще аллергия выскочила. Позавчера была накрашена, и комплиментов таких не было. Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Пинки Балди. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Куда? Куда тебе пора? Мир иной? Хан, я всем обязан ему. Если бы не он, я остался бы гнить в туннеле с аномалиями. Аномалиями. Я бы никогда не добрался до библиотеки, если бы не он. Мельник даже не стал бы меня слушать. Я не знаю толком, кто этот человек, да и человек ли он. Да, в путь меня отправил Хантер, но ведет меня по этому пути Хан. Странно, но и бойцы Мельника, для которых, кажется, нет других авторитетов, кроме их несгибаемого полковника, прислушиваются к бродячему философу и верят ему. У него есть какая-то власть над человеческими душами. Хотел бы я встретиться с ним еще раз. Слишком много у меня вопросов, которых больше некому задать. Потому что естественная красота в разы лучше. Спасибо. Ну, возможно, да. В какой-то степени ты права. Но мне нравится, когда я с макияжем. Ну и так тоже нормально, но с макияжем как-то более... Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, мне вроде пока ничего не надо. У меня вроде все. Хотя я пойду... Пора собираться в дорогу, Артем. И познакомься с Владимиром. Сейчас. А как спуститься? Ой, а как... Господи, я уже думала сейчас прыгать. Блядь. Надо поменять донатный этот звук, наверное. Какая погода у тебя за окном? Какая погода у меня за окном? У меня, наверное, там облачно, не знаю. Спасибо за 100 рублей. Ну, сегодня было, кстати, жарко. Сегодня прям как будто какое-то бабье лето было. Я сегодня ходила в футболке в одной. Завтра тоже вроде обещают жарко, а потом уже будет холодно. И дожди будут. А у вас как? Как с погодкой дела? С макияжем девушки более уверены в себе. Да, во. Вот, точно подмечено. Я как-то более, да, более-менее, короче, становлюсь увереннее в себе. Ну, я и так, можно сказать,
Не такая уж прям зажатая. Но все равно как-то это с макияжем мне как-то больше нравится. Больше нравлюсь я себе с макияжем. Вот. Ну да, я с одной стороны из-за натуральности. Так, надо купить этот что-нибудь. Патроны там, не знаю. У тебя есть? А что, у тебя нет патронов, что ли? Тюнинг только. Так, это мне не надо. Облегчает удержание оружия, снижая влияние отдачи на точность стрельбы. Так, что еще у нас? Это есть. Довоенный лазерный прицел облегчает, ускоряет прицеливание. Ага, пусть будет тоже. У тебя дома призраки, дверь открываются? Нет, это мой кот. Черный мой кот. А так было бы прикольно, если бы со мной еще бы тут призрак жил. Так, тут пусть будет глушитель. А вот это, наверное, я не буду брать. А, тут можно просто взять. А я маску не могу взять, все, да? А, это... Окей, ладно, все, поехали. Теперь я готов. Ты готов? Да. Ну, как тут у нас дела? Все готово, О! Ульман? Зареспавнились. Володя? Все снаряжение готово. Призраки. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Ладно, если я умру, то буду жить потом у тебя, договорились. Хорошо. Прилетишь ко мне. И будешь это... охранять от злых духов. Такие суровые мужики. Такие лица у них. Подождите, ребята. Ребята, подождите. Чё? Я Это первый. подвалы старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. О, чуть-чуть осталось, да? Тут вроде только 7 же глав было. Уже глава 6. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший Скоро игру храм пройдем, через Киевскую. получается. Попробуем пробраться этой Потом дорогой. начнем вторую часть. Киевская. Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми не перестали. И еще там видели Что такое? какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Что нам поплохело? Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Да что с ним опять? Удивительный момент, стрим перестал лагать. Вау. Кто ты?
Девушка. Библиотекарь. Очнись, Артем. Очнись. Артем! 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 Черные помогли. Очнись, Артем! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артем, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Давление упало. Приближается. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в Боря. щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему Вроде первого. больница что-то тоже не исполнила. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны... А на Твиче можно разве говорить слово черные? Ну, это же имеется в виду в игре, что вот эти монстры. Это же не имеется в виду что-то другое. Потому что тут в самой игре тоже про вот это вот все говорится. Я про это тоже читаю. Она же не пишет на букву Н. Она же пишет то, что это. Соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатели. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Огонь! Что-то гонит к нам монстров. О, нет, нет. Что такое? Да что такое? А чё я не могла это? Глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатели. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Зато аптечку этот. Забей! Аптечку не потратила. А, все потратила? Ой. А, блин, у меня же оружие есть. Чё я? Я бы сдохнул в бою. А, ой. Что-то я, да, реально прям. По моему сигналу. Давай! Давай еще раз. Оно приближается! Что? Мимо! Черт! О, Скорее! Аномалия совсем рядом! Вот дрянь! а что делать? Давай! Или мы все Что делать? Получилось! Готово! Ворота открываются!
Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда. Не хотел бы там оказаться. Все, слава богу. Дайте мне мое это. Вот. То самое. Ладно, собрались. Впереди еще долгий путь. В Т-6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно. Давай Осуждаю. посмотрим, Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. что там. Так, мы прорвались. Вот раньше время было, да? Говори, что хочешь, пиши, делай, что хочешь. А сейчас все, что не это, не сделаешь не так, сразу же прям тебя и в бан, и все на свете, и отменяют, блин. Ой, все такие нежные стали, такие ранимые. Все во всем ущемляются. Не так пернешь, не так вздохнешь, не так посмотришь, и все. Помните сериал «Школа»? По Первому каналу показывали. Вот сейчас такой сериал навряд ли покажут. Вот потому что да, ну его в то время тоже как бы и не крутили днем. Его только ночью показывали, где-то часов в 11, что ли. Как закрытый показ, короче, по Первому каналу. Но сейчас такое навряд ли снимут. Если даже и снимут, но все прям такое вывернутое, там, с этими, со всякими цензурами, там, чтобы главное, лишь бы никого не задеть. И вот это вот, знаете, вот я сейчас выскажусь, потому что мне это бесит. Это все лицемерно. То, что вот говорят, вот осуждаю, осуждаю, осуждаю. Никто, блин, этого не осуждает, елки-палки, никто. Всем на всех как было насрать, так и до сих пор насрать. Ну нет такого, чтобы люди прям вот поменялись вот за один какой-то вот ой, не закон, а за какое-то вот правило вот на этом не только на Твиче, еще на других всяких разных площадках. Ну просто это же еще хуже, когда вот это вот все лицемерно делается. Типа, ой, все такие, блин, толерантные, все так это, все осуждаю, осуждаю, ой, что ты сказал, ой, на букву П слово, ой, на букву Н слово, ой. Как будто в жизни они так не говорят, они еще хуже говорят, они еще хуже все вот это вот ненавидят, они еще хуже все вот это вот, как сказать, осуждают, они еще хуже вот это все не любят. Вот после вот таких вот правил они это еще хуже ненавидят. Зачем вот это вот делать, я не понимаю. Вот это же просто это лицемерие называется. Это называется лицемерие. Ну никто никогда не исправится. Если вот он был каким-то там, не знаю, нацистом, там, господи, там, плохое слово, конечно, тоже, он не исправится. Даже если он будет сидеть такой, отрицаю, ой, осуждаю. Нет. Он все равно будет так думать. Что бы вы никакие правила бы не сделали. Долбанный Твич. То, что вот так вот все отрицается, вот эти вот правила, это ни к чему не приводит. Потому что люди становятся лицемерами, блин. Все, я все высказала. Прикол в том, что когда они так друг друга называют, то все норм. Но как другие, то расизм.
Ну, потому что это же между ними, как бы, это понятное дело. А когда кто-то другой им так говорит, это уже как оскорбление. Ура, ты поднимаешь восстание, мы пойдем за тобой, правитель. Мы возьмем виллы и факелы и пойдем на генштаб Твича и всех сожгем на букву Г и на букву П и половину алфавита. Да, идемте за мной, да. Нет, я ни к чему не привожу, не это. Просто я хочу донести, что никто не толерантен. Все лицемерят. Вот это вот, когда сериалы вот эти всякие выпускают, та же вот «Русалочка», вот это новое, это все просто как... Ай, блин. Короче, все, забейте. Вот это вот то, что говорят, осуждаю, это все не искренне. Короче, все, я все сказала. Это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Конечно, правильные. Спасибо, что выслушали меня. Спасибо, что в какой-то степени меня поддерживаете, наверное. Не знаю. Ну, в общем, спасибо, что выслушали. Потому что я уже не могу это терпеть. Не могу. Я все время смотрю вот на этих стримеров там и вот, которые видео там снимают. И вот это вот... Постоянно вот этот мандраж, не сказать какое-то там слово. Вот. Я сказала свое мнение, и я успокоилась. Я теперь могу спать спокойно. Ладно, все. Там был припев, но ладно. Да, это лицемерие. Ой, а где пацаны? Пацаны, вы где? А, он заряжен, что ли? Ну да, есть, конечно, те, кто, правда, вот... Это видно. Когда человек искренне это делает, это видно. Артем, ну-ка. А когда типа так... Осуждаю, осуждаю. Ага, Шелки выключателями. Чё? Ну, конечно же, я осуждаю. Любопытная штуковина. Ну да. Жаль, слова нет. Я тебе прям верю. Я тебе, конечно, верю. На-на-на-на-на-на-на. Ладно, давайте не будем слишком углубляться в эту тему. У нас тут все-таки это... Проблема поважнее. Артем, осмотри комнату, живо. Какую комнату? Вот это? Вот это надо? Что надо? А, вот тут надо? Ой, я же отсюда пришла. А, во. Господи. О, здорово. Привет, привет. Что-то поздно. Думал, сегодня не будет стрима, а я же в Телеграме писала. Шо ж это ты? А что, уведомления не приходят, что ли? Мы уже этого библиотекаря прошли. Библиотекарей. Что мне не нравятся оттуда звуки.
А мы против людей будем? Мы уже тут провели всякую эту дискуссию по поводу толерантности. Мишка! Вот смотрите, какой Мишка. Занят был, только телефон глянул. Ну я так и думала, так и подумала, точнее, что, наверное, человек занят. Я нашла какой-то ключ, это скорее всего от этого. От сейфа. Нет, я его не убила. Как относишься к фуд-фетишу? Аноним, спасибо за 60 рублей. Что за фуд-фетиш? Это что такое? Нет, я его не убила, но я в него постреляла. Чел не туда попал. А что такое фуд-фетиш, я забыла. Что-то я сделала. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там темно и страшно. Я думала, мне надо пойти. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. Он первый начал или ты первая? Он первый начал. Я просто стояла, на него смотрела, как мне сказали. Это уже было почти в конце, короче. И потом он начал ко мне подходить, он начал нервничать. Я дальше стояла, смотрела на него. Потом же мне написали в чате, что надо было отходить от него, типа задом вот так и смотреть на него. Но я начала в него стрелять из вот этого дробовика. Стреляла, и он потом, короче, ушел. И я в нее вляпался. Но... Просто он, короче, на меня напал, и я от него начала убегать. Я от него убегала вот так по кругу, он все за мной бегал, короче, носился. И я решила в него пострелять, он меня задолбал. Все, я поняла. Уже не страшно. Лейзи, спасибо за 50 рублей. Да, что-то человек явно не сюда попал. Ой, не успела дочитать. А может, это ты отправил? Потому что тоже 60 рублей. Очень странно, подозрительно. Чё, наверное, сегодня не получится набрать полную линию для мотивации. Хватает на роллы. У меня сейчас, кстати, вообще, короче, это... Ни на что не хватает. Это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Вон! Ой, я меня стрельнула, они уже убили. Все спокойно. Расстреляли. Лучшая оборона — это Я нападение. опять просто стояла. Владимир, Артём. У самой только 5 рублей и те на стиме. У меня на стиме 8 рублей, кстати. Я победила. Твою дедукцию не обманешь. Ах ты.
Проказник какой. Не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Все идет как по маслу. Ульман валяет дурака. Мельник привычно угрожает ему нарядами вне очереди. До цели остается совсем немного. И теперь нас уже ничто не остановит. Мы выходим победителями из всех схваток. Прав был хан, когда сказал, что на всей земле не было и не будет более опасного хищника, чем человек. Нажимай давай быстрее. Стоит. Сверху, снизу, огненное пламя. Я не знаю, в кого стрелять, потому что они так быстро их убивают. Я только патроны просто трачу. По стакану самогона за каждого упыря! Если доберемся до самогона. Блин. Всех преисподней. О, ты вернулся? Сделал свои дела. Ой, я сквозь стену прошла, видели? Они так похожи на этих из Дума. Да пошел ты. Мимо, все мимо. Стреляйте в них, пацаны. Тут в меня не попадите. Стреляйте, стреляйте, пацаны. Магия. Лаги. Да это с Ютубом какая-то хрень. На Твиче все нормально. Тут пусто. Я уже все перепробовала. Это Ютуб виноват. Родину! За смерть от старости! За смерть от старости. Блин, мне нравится этот лозунг. Давайте, да, ребята, убивайте их, да, тратьте свои патроны, не мои. Нет, все-таки придется мне тоже потратить патроны. Ау! Ау, ау, братья! Чё, есть кто-нибудь, у кого можно что-нибудь украсть? Трупы. Нету трупов. Так. Ой, блин. Это катсцена? О, нет! Братан, нет! Ну, обязательно кто-то должен сдохнуть. О. Боря! Борис! Что это? За что? Что ж ты? Степан, оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минут. Покажи. Я вроде...
Я вроде бы не виноват в их смерти, и все же чувствую свою вину. Слишком рано радовался тому, как бескровно мы преодолели весь этот отрезок пути, накликал беду, не смог оказаться в нужное время и в нужном месте, протянуть товарищу руку, вытащить его с того света. Втянул этих отважных ребят в авантюру, которая стала для них последней. Наш отряд и без того маленький поредел еще больше. Когда я смотрю на свои ладони в свете костра, мне кажется, что они перепачканы кровью. Что читать разучилась. Перепачканы. Еще секундочку. Что ты делаешь-то? Готово. Открыто. Да, жаль Надеть этого противогазы. добряка. Чё, я первая, да, как всегда? Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман, несправедливо. Все чисто, заходим. Зачем мне этот огонь? У меня же нету ничего такого. Надо будет продать. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Он так прыгнул, себе там ноги не поломал. Так, ничего вроде нету, да? Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы упыри, разнюхали нас снова. Осторожней. Блять. Кого стрелять? Ой, блин, и, конечно, все прям на меня бегут. Ау, ау. Да вы кто-нибудь убейте его. Быстрее, к О, выходу! блин. Проклятие, огонь! Обезьяна! Да блин. Ребята, я ничего не вижу. Что в крови. А, скотина такая. Блин, как неприятно, когда вот это все свистит. Нам нужно убираться отсюда. О, у меня один патрон остался. Вперед, не останавливаться! Ну, 5 патронов, точнее. Чё, делай? Вот она. Эта дверь ведет в Д6. Мы на месте? Похоже на...
Сейчас чуть подожду Сожри и меня, поменяю упырь. Она закрыта. противогаз. Ой, Что-то я фильтр. не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артем, осмотри комнату, живо. Как? А. Сейчас прижмет. О, блин, опять. Ну, конечно. Артем, с тобой все в порядке? Ма. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи. Как он понял, что со мной все нормально? Я же молчал. Бля, это что такое? Это что такое было? Что за это? Кракозябра какая-то. Я что, попала в резидент? В резидент 7? Ты как сквозь... А, ты это... Это что за скорпион? Да блин. А, эта паутина меня бесит. За чужой. Игоря? Что за Игорь? О, блин. Это те самые пауки? Да, блядь, что делаешь? Игорь! Ой, это что? Твоя тетя? Убил пауков. А это, наверное, твой дядя. Меня бесит, что они это меня замедляет. Вот эта паутинка. Чё за...
8-й резидент какой-то, да? Сейчас как будто эти плесневые монстры выйдут. Так, походу туда вниз надо. Я слышал байки о том, что миростроевцы не были первыми, кто рыл в бурой московской земле ходы и убежища. Тайные ходы и галереи были устроены под городом еще при первых русских царях, но те мастера, которые строили эти катакомбы, натыкались на пещеры и лозы совсем уже древние, вырытые неизвестно кем и невесть когда, но их безымянные строители сгинули тысячелетия назад, оставив после себя только идущие из ниоткуда в никуда бесконечные коридоры. И вот сотни поколений спустя теперь я последний человек, ступаю осторожно по их следам, в никуда из ниоткуда. Тут чё? А, можно было отсюда спуститься. Какие приятные звуки. Артём! Сюда! Ща. Слава богу. Живой все-таки. Степана убили. Степу. Нет. Кто это? Тише, тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что идет-то? Что за... Что там? А, поезд. Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Такое чувство, как будто все сдохнут, кроме меня. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка — командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Стоило ли это ихней жизни? Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? А, это мы уже читали же. Ну, зачем это миллион раз? Ой, а я не снимала, оказывается. Я забываю все время снять противогаз. Напоминайте мне, пожалуйста, чтобы он у меня не разбился.
Эй, поаккуратненько. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артем. Надо фонарик включить. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артем со мной. Есть, товарищ командир. Товарищи. Надо же все эти углы посмотреть. Каждую... В каждом этом... В каждой коробочке... В каждую коробочку заглянуть. Что, тут ничего нету, что ли? Как так? Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Блин, опять эта херня, ладно. Так, тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Так, вроде ничего такого. Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Я наперед уже выполняю задание. Артем! Там должны быть 4 стартера! Старпера? Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи. Отодвинь крышки! Ну что, по времени, что ли? Жми на кнопку по сигналу. 3-я кнопка. 4-я. Так, следующую. 2-я. Молодец. Теперь давай дальше. 1-я кнопка. Ну, с Богом! Давай к нам! Слушай мою команду. Сидим платформу. Пытаемся запустить систему. Давай, пуск! Ничего не выходит. Давай же, еще раз! Ай, безнадега. Проклятие! Ну как так-то?
О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Давай. Ну, уже 2 часа играю, чё себе. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Что там? Ульман, налево. Профессор направо. Артем, прикрываешь меня. Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артем? Нет. Но что если... Чё? О, Господи. Так, Ульман, давай за мной. Что-то было, блин. Упала какая-то блямба. Теперь тихо. Пошли. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, 3-я страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же. Железная память, Володя. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Блин, у меня нет ключа. Четвертый. Я же столько ключей. 8-й. 10-й. Да быть этого не может. Столько ключей Вот нашла. он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть. Этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение. Чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Володя. Артем, Ульман, за мной. Вау! Чё? Чё происходит? Что так легко ничего не пройдет. Что? Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема.
Ну, удачи всем. Что это было, блин? Какой-то колобок токсичный. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Дьявол. Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А чё я не могу взять? У меня это полно, да? А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Чё за хрень вообще? Раздача. Подходи по одному. Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Народы метро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев. Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Постоянно Отсюда, дурачится. оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Отойду, Артём, хорошо. теперь держись. Что такое? Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ну хорошо, я тут не одна. Ну как Чё? ты? Чё, блин? Справишься с этим? Я даже не вижу, как где нападают-то. Ой, сейчас, минутку, подождите. Ой, господи. Чешется.
проклятие. Я поняла. А то я их не видела сначала. Можешь поверить, я за свою жизнь всякого дерьма навидался. Но это... слов нет. Ты тут хорошо. Ой. Блять, не успела. Это похоже на жопу. Лестница, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне шутка. Ой, и сквозь него прошла. Артем, давай ко мне. Где ж у него кнопка? Кто бы сомневался. Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Я думаю, это у меня на маске. Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на 1 000 000. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Издеваешься? Почему я должен это делать? За что? За что мне это наказание? Что происходит? Ау, куда мне садиться-то? О, блин, я сейчас застряну тут. Вот лестница, оказывается. А, во. Нашел. Используется, чтобы перемещать кран. Достигнут
Достигнута контактная зона. А, да. Внимание! Извлечение стержня. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. 3/4. Ну, киска, ну еще капельку. О, почти проела стекло. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Вы лучшие? Спасибо. Сейчас, ребята, минуту. Сегодня прям завалили комплиментами меня. Что за день такой? Какой люк? Куда? Куда мне? Ничего. А, вот. Все? Будь оно неладно. Лифт мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Почему с моими-то? И снова мы отправляемся на поверхность, на этот раз во всеоружии. Ульман шутит, под нашими ногами дрожит земля. Но мне кажется, я и вправду чувствую эту дрожь. После всего, что нам пришлось преодолеть, нас не остановит ничто и никто. Враг будет повержен, обращен в пыль и пепел, так как мы всегда поступали со своими врагами. Одного не могу понять, почему же черные не пытаются остановить нас? Не ждет ли нас засада? Дурные предчувствия, которые меня мучают уже давно. Все сгущается. Привет, как дела? Привет, привет. Нормально вроде бы, как? Пойдет. В общем, так скажу. У тебя как дела? Только у меня тут, конечно, небольшая аллергия вышла. Но не обращайте внимания. Черные они созданы людьми, ну, неудивительно. Неудивительно, почему такая жопа началась. Ульман ждет вас там с подарочком. Ты только оглядись, Артем. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Почему такой высокий стал? Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы Ты идиот, перестанем что ли? жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Ты идиот? Зачем? Можно просто жить. Больной ублюдок. Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню.
Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Вот из-за таких и пошло все по одному месту. Ну, Артем, бери систему наведения. какую систему наведения? Тут, что ли? Нет? Тут, что ли? А. Там еще что-то было, блин. А, мне показалось. Так. Я пойду сбегаю туда, что там есть. Может, что-нибудь есть? Нет? Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Че, может, потом продолжим? На сегодня все, наверное. Это последняя глава, походу. Или что, или можем закончить. А, это вот реально все еще. Все Как еще добрались, товарищ начиналось. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Да-да-да, это в начале было, я помню. Я так охренела. Спокойно. Спину верните. Черт, огонь! Ау! Можно, не надо. Артем, с тобой все в порядке? Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артем! Не останавливайся ни на секунду! Слева! Они слева! Теперь справа! Нам нужно убираться отсюда. Что за меня сделал? Ну ладно, давайте тогда закончим. Да ты чё, блин, бегаешь так? Да ты чё? Ты где, блядь? То сюда, то сюда.
Блять, пошел нахер, сука. Ну давай же! Вперед, вперед! Артем, осмотри комнату, живо. Почти попал. Будет что рассказать мужикам. Мы как бы невидимые. Для вкуса мы не очень. О, Вперед, вперед! Теперь тихо. Пошли. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Да, легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. ой, я наверх не могу смотреть. Ой. О, ничего себе. Эй, Артем, с тобой все в порядке? Фантастика. Посмотрите мультик, кстати, я вспомнила. Он называется... Чуть не сказала, падал прошлогодний снег. Нет, он называется «Будет ласковый май». Ульман, как слышите? Или, ой, «Будет ласковый дождь». Ласковый май, блядь. Сука. Ой, позорище. «Будет ласковый дождь» называется мультик. Там, короче, вот про вот это, то, что человечество уничтожило природу всеми вот этими заводами там и как его большими этими домами, небоскребами. Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Шаг за шагом мы поднимаемся на башню, мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг свинцовые тучи, будто стена стоит. Ступени изъеденным временем и крошатся под ногами, а ветер такой, что кожу с мяса сорвать, кажется, может. Нас не ждут на небесах, наше место под землей. Ладно, Артем, нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны! Прячься! Ой, блядь. Она улетела! Найди способ сюда забраться! Подыхай, тварь! Иди, Артем, иди! Куда бежать-то, блин? Иди, тройки! Ты сюда, гадина!
попал. Куда бежать? О! Ну точно не вниз. Куда идти-то? У меня что, игра зависла? А, вот, походу, да? Сзади! Осторожнее! Там рядом есть лестница. Давай наверх! Молодцом! Ульман, Как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Ой! На связи. Мельник. Стреляй, Артем! Артем, Мельник. Огонь! Вот черт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артемом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Всё в твоих руках. Еще и КТЕ. Ой. Артем, это Ульман. Прием. Он пришел истребить нас. Артем, прием. Слышите? Ой, что такое? Ой, бля. Да блин, ну серьезно, что ли? Блядь, теперь я буду тут миллион раз подниматься.
Да ёб твою мать ты, блин. Как я ненавижу вот это, ну. Опять эта вечеринка. Сосулька как ударит по башке. Все. И куда теперь? Куда теперь? Вниз? Нет, вниз навряд ли. А, вот. Остановите его. Уничтожьте его. Артем, прием! Слышите? Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Может, не надо? Мы уничтожим его. О, нет, сон собаки. Чё это? Чё, блин? Поки и удачки, и ты молодец, что прошла. А, уже все, что ли? Почти конец? Ну, давай, пока. Приходи на другие мои стримы. А тут что? Нельзя позволить ему. Мы остановим тебя. Кого? Я что, неправильно выбрала, что ли? Уничтожьте его. Нельзя позволить ему.
Я по кругу бегаю. Остановите его. Уничтожьте его. Нельзя позволить ему. Остановите его. Нельзя позволить ему. Уничтожьте его. Он пришел истребить нас. Нельзя позволить ему. Остановите его. Уничтожьте его. Сдавайся. Ой, Остановите его. это все малыш виноват. Уничтожьте его. Он пришел истребить нас. Уничтожьте его. Остановите его. Уничтожьте его. Сдавайся. Остановите его. Сдавайся. Остановите его. Нельзя позволить ему. Врагов надо истреблять. Остановите его. Но он же не враг. Давай я не буду убивать. Сдавайся. А если он ко мне подойдет, ну-ка. Он пришел истребить нас. Остановите. Мы остановим тебя. А, да? Понятно. Я думала, тут выбор. Сдавайся. Остановите его. Врагов надо истреблять. Блять.
Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! А тут нет, да, выбора варианта концовки. Я думала, если не стрелять, то что-то будет другое. Теперь у меня игра лагает. Было бы больше положительных действий, был бы выбор. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили. Это что, получается плохая концовка, что ли? Мне казалось, у меня больше было хороших этих моментов. Вроде говорили, что... Вроде говорили же, что в первой части нету, типа, не зависит от выбора концовку. Это уже в следующей части зависит, типа. Все равно, ну вот. Но я так и поняла, что эти темные, они ничего такого не делали. Я в конце уже поняла, что все это, все испортили себе сами же люди. Молодец! Кто молодец? Я молодец. Но выбор не пускать ракеты есть, чисто для успокоения. Да? Эх. 7 глава так быстро прошла. Я думала, там опять долго будет. Сами придумали, сами обиделись. Но везде видят врагов, конечно. Там враги, тут враги. Ой, блин, нога уснула. Капец. Болит, капец. А я не могу шевелить. Больно. Ну что ж, ребята, завтра тогда поиграем уже в новую, в метро Last Light, или как она называется, вторая часть, короче. Посмотрим, как там, что там. Ну там уже говорят, выбор, от выбора уже влияет, типа, концовка. Точнее, как ты себя проявляешь, хорошо или плохо. Ну, будем стараться, это хорошо, конечно же. Покет. Ну, давай, пока-пока. Удачи. Пока-пока. Что тут эти субтитры будут... Ой, субтитры. Титры еще долго будут идти.
Смотрите, какой сидит хлебушек обгоревший. Сгоревший хлебушек ходит тут. Можно в интернете посмотреть, что влияет. Ай, не хочу. Я настолько ленивая, что не хочу это смотреть в интернете. Все, будем сейчас заканчивать. Жопа. Жопка. Жопка. Что тут? Ладно, все, наверное, да. Пропустим. Ура! Я прошла метро. Да, вот с ведением канала я стала проходить игры. Когда я была помладше, ну и вообще давным-давно у меня ни разу такого не было, чтобы я вот так проходила игры. Так что это благодаря стримам и то, что я видео записываю, вот так вот игры у меня проходятся. А так, может быть, я там поиграла бы в это метро и потом забросила бы, наверное, через некоторое время. Ну ладно, все. Всем спасибо. Всем спокойной ночи, сладких снов. Тут он сидит, вонючка шерстяная. Всем пока-пока. Завтра увидимся.